Главные события уходящей среды 24 июня в материалах наших корреспондентов. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутске продолжается строительство нового учебного корпуса Высшей школы музыки республики. Работы идут без отставания от графика. 7 новых социальных объектов откроют в Улусах Якутии уже в этом году. Ход работ, готовность объектов и вопросы оснащения оборудованием обсудили сегодня в Якутске. Теперь добраться до дома для жителей Намцирского тракта в Якутске сложно. Местную дорогу разрушают большегрузы. Не ходят там и автобусы. Узнаем подробнее о проблеме. В Якутске стартовал 12-й форум молодых библиотекарей России. В столицу приехали молодые специалисты библиотечной сферы из 17 субъектов страны. В Якутске прошло торжественное открытие 15-х всероссийских соревнований по русским и стоклеточным шашкам. В турнире соревнуются спортсмены разных возрастов. В Кремле признают влияние волатильности нефтяных котировок на экономику России, но называют этот фактор управляемым. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, надежность финансовой системы обеспечивается растущей долей ненефтегазовых поступлений. Их вклад в бюджет увеличивается, постепенно снижая зависимость от сырьевой структуры. Комментируя ситуацию, официальный представитель президента напомнил, что положительные оценки макроэкономики регулярно звучали от Владимира Путина и главы Камбина Михаила Мишустина. За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 6 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила 471 гектара. Огонь тушили в Алданском, Усть-Майском, Татинском, Сунтарском и Мегино-Кангаласском районах. Активные работы по тушению ведутся на 4 пожарах общей площадью 45 гектаров в Нерюнгринском, Тампонском и Алекминском районах. В ликвидации задействовано 58 человек. Для мониторинга лесопожарной обстановки привлекаются 19 воздушных судов. Проверка сил и средств к реальным угрозам. Продолжаются командно-штабные учения МЧС России по Якутии. На сей раз тренировки прошли на местности Усть-Хатын. К ней были подключены ведомства, входящие в якутскую территориальную подсистему РСЧС. Подробностями Вероника Таюрская. В этот раз легенда звучит следующим образом. В результате паводка были затоплены жилые дома. Стихия накрыла 77 жилых домов и свыше 130 дворовых территорий. Существовала дальнейшая угроза подтопления еще 46 частных домов и 160 приусадебных участков. Для недопущения худшего сценария была развернута республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Был развернут подвижный пункт управления, также была развернута аэромобильная группировка главного управления, также развернуты все органы управления и службы гражданской обороны Республики Саха-Якутия, которые обеспечивают безопасность в период проведения мероприятий по обеспечению безопасности весеннего дождевого паводка в рамках легенды учений. В ходе командно-штабных учений было задействовано 1258 человек, 250 единиц техники по всей Якутии. Это и сотрудники подразделений МЧС, службы спасения, ГИБДД, автодорожной службы, управления ветеринарии, гидрометеослужбы и медицины катастроф. В условиях ЧС медики развернули мобильный пункт с реанимационным оборудованием. У нас задействован врач, реаниматолог, анестезиолог и 3 фельдшера. В данном случае у нас развернуто 5 коек. Можем оказывать первую помощь для любых состояний, критических состояний. Также у нас оснащение входит искусственный аппарат вентиляции легких. Есть у нас аппарат для компрессии при остановках сердца. Также у нас оборудование есть мобильные маленькие УЗИ-аппараты. Ведомства не единственные, кто был задействован в учениях. Для предупреждения и ликвидации были привлечены 100 человек из аэромобильной группировки, а также 16 единиц плавательных средств и беспилотные летательные аппараты. Сегодня у нас представляет нашу службу часть спасателей регионального аэромобильного поисково-спасательного подразделения особого назначения. Это подразделение как раз предназначено прежде всего для тушения лесных пожаров. Это их прямая работа. Командно-штабные учения включали в себя как проверку практических навыков оперативных служб, так и проектную документацию ведомств. По итогам тренировки Главное управление МЧС России по Приморскому краю положительно оценило действия Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Вероника Таюрская, Иван Сорокомов, Якутск.
Самое лучшее детям в Якутске. Продолжается строительство нового учебного корпуса Высшей школы музыки республики. Работы идут без отставания от графика. Вот объект запланирован на конец этого года. Но уже сейчас руководство учреждения строит планы, а юные музыканты мечтают пройтись по коридорам новой школы. Подробности далее в сюжете. Сегодня в Высшей школе музыки обучаются свыше 260 человек, что немного больше нормы местного интерната. Кроме того, домики деревни ВШМ уже довольно-таки старые, а учебные корпусы не соответствуют современным стандартам обучения музыкантов. Поэтому все руководство школы, да и сами дети с нетерпением ждут момента, когда перешагнут порог нового корпуса. Да, ждем. Очень ждем. Она такая большая будет, наверное. И там будет очень удобно. Уже будет все близко. Что ж, Антон не ошибается. Школа действительно будет очень большая, почти 9,5 тысяч квадратных метров, оснащенных по последнему слову техники. Новые инструменты, звукоизоляция и акустика, просторный концертный зал. Все то, о чем юные исполнители мечтают сегодня, станет доступно уже этой зимой. Работы идут по графику, отставаний нет. Начаты внутренние отделочные работы. Параллельно ведутся работы по устройству фасада, устройству кровли. Несколько бригад работает параллельно. На объекте сейчас около 100 человек. Работы ведутся по личному поручению главы государства Владимира Путина, который посетил школу в 2024 году. Но это было не единственным распоряжением президента. Еще одно – провести международный конкурс «Симфония добра». Сказано, сделано. По итогам творческих состязаний был создан молодежный симфонический оркестр Дальнего Востока. И, конечно, ребята, побывав здесь на сессии, играя в этом оркестре, приняли решение, что они будут к нам поступать. Из других субъектов Российской Федерации. Вполне возможно, что будут ребята из зарубежья, потому что у нас заключены соглашения с Монголией, с Китаем. Поэтому обменные студенты будут обязательно. Другими словами, ввод нового учебного корпуса интерната практически подарит школе статус международного учебного заведения, а вместе с этим откроет новые дороги для каждого ее воспитанника. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. 7 новых социальных объектов откроют в Улусах Якутии уже в этом году. Сейчас в республике реализуется 13 объектов победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ход работ, готовность объектов и вопросы оснащения оборудованием обсудили на совещании под руководством первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова. По итогам встречи поставлена задача ускорить завершение благоустройства. Из 7 муниципальных образований, 6 муниципальных образований работы ведут с прошлого года. Сегодня они идут к завершению. Это Мегино-Кангаласский район, город Томмот, город Мирный, город Алекминск, поселок Хандыга, поселок Усть-Мая и Амгинский наслег Амгинского района. Отрадно, что все идет в графике, и очень надеемся, что все работы будут сданы накануне, в сентябре месяце этого года. Надежность на удаленных промыслах компании «Газпром Добыча Ноябрьск» обеспечивают специалисты управления аварийно-восстановительных работ, инженеры и дефектоскописты, сварщики, токари, электромонтеры, обмотчики в ремонтных цехах. Для них созданы все условия. О том, как обеспечивается надежность производственных процессов на Чандинском месторождении, в нашем сюжете далее. Двигатели разных размеров и мощностей – основная составляющая агрегатов, которые используются в процессе добычи и подготовки газа. Здесь, в цехе на собственной ремонтной базе, установлено высокотехнологичное оборудование, позволяющее выполнить работы любой сложности. На восстановительный ремонт уходит порядка 3 дней. Начинают работу с осмотра деталей электромонтером. Затем детали разбирают, чистят, убирают старую обмотку и укладывают новую. Самое важное в этом знать, сколько провода надо в этот двигатель, как его укладывать правильно, какой тип двигателя, от этого зависит укладка провода. Тут не обойтись без женских рук. Работа тонкая и скрупулезная, требующая усидчивости, внимательности и аккуратности. Важно рассчитать сечение кабеля и количество секций. Закрепляют результат в печи. Здесь происходит лакирование обмотки при температуре от 100 до 160 градусов. В этом цехе используют технологии высокоточной обработки. Здесь важна каждая деталь. Даже отклонение в сотые доли миллиметра может повлиять на работу всего агрегата.
Оборудование постоянно обновляется, а мастера приобретают бесценный опыт. Они могут отремонтировать как крупную деталь, так и самый мелкий элемент любой сложности. После того, как двигатель подготовлен, я делаю замер обмоток изоляции, собираю двигатель, подаю его на стенд испытательный. На стенде мы проверяем все параметры двигателя. Если они в норме, мы этот двигатель отправляем в работу. Надежная работа оборудования – важное направление для «Газпромдобычи Ноябрьск». Здесь, в Якутской тайге, вдали от населенных пунктов, организован полноценный цикл ремонтно-восстановительных работ, чтобы в любой момент была возможность починить или изготовить необходимую деталь или оборудование и обеспечить плановые показатели по добыче и подготовке сырья. Поддержка молодых семей – одно из приоритетных направлений социальной политики Нерюнгринского района и всей Якутии. Молодожены, впервые вступившие в официальный брак, имеют право на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. В Нерюнгринском районе с начала действия программы субсидии воспользовались 109 пар. Государственная поддержка носит целевой характер и направлена на стимулирование ранних браков. Рассчитывать на выплату могут пары, соответствующие ряду критериев. Брак заключен впервые, оба супруга – граждане Российской Федерации. Обоим супругам должно быть на момент заключения брака не более 25 лет включительно. Оба супруга должны проживать на территории Якутии. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня официальной регистрации брака в органах ЗАГС. Электронное заявление подается через портал госуслуг. Несмотря на лето, пациенты Валданской детской поликлиники есть всегда. Позаботиться о медицинских справках следует не только тем родителям, чьи дети выезжают на отдых в лагере, но и также мамам и папам будущих школьников. Многие ребята в летний период проходят плановую диспансеризацию. В рамках медосмотра также проводится иммунопрофилактика. Продолжение темы в нашем сюжете. Летом пациентов в Валданской детской поликлинике немало. Большинство мальчишек и девчонок на самочувствие не жалуются, а совсем наоборот. Каникулы продолжаются. Уже через несколько дней состоится заезд ребят в Томодский лагерь «Берег дружбы». Кроме того, в первый день июля стартует второй сезон на пришкольных площадках. И медосмотр следует пройти заранее. Анализы у нас на завтра уже будут готовы, а медосмотр они проходят по возрасту. Там по возрасту разный медосмотр. Ребенку, отправляющемуся в лагерь, следует сдать анализы и посетить специалистов. Обследование занимает не более недели. Алексей Снаров живет в Нижнем Куранахе. Летние каникулы мальчик с удовольствием проводил на пришкольной площадке. С прохождением медосмотра сложностей не возникало. Сейчас вот уже как бы подрос, и уже как бы площадка. Говорит, бабушка, я там был уже 3 года. Я говорю, ну ладно, 10 лет ребенку. И он уже говорит, я буду тебе в подаче помогать. В этом году медицинская справка для допуска на площадку Леше не нужна. В поликлинику он приехал с мамой, бабушкой и младшим братишкой. 3-месячный Ванечка записан на плановое УЗИ. Плановый медосмотр. Болячек нет, мы прошли, кровь сдали, все здоровый, все хороший. Говорит, много прибавляет в весе, чем вы его кормите. Я говорю, смесь. Деткам в возрасте до 1 года необходимо посещать врача ежемесячно. На обширную диспансеризацию направляются малыши и дошколята, поступающие, соответственно, в детский садик и в 1 класс. Многие школьники в летний период проходят плановый медосмотр в соответствии со своим возрастом. У нас проводятся профосмотры по 211 приказу. То есть у родителей больше свободного времени. Дети закончили школу, сады, да, и вот они сейчас проходят медосмотры. В рамках планового медосмотра следует посетить прививочный кабинет. Во-первых, вы сможете убедиться, что у вашего чада имеются все базовые прививки, предусмотренные национальным календарем. А во-вторых, если вы отправляете ребенка на отдых за пределы района или республики, специалист порекомендует профилактику с учетом особенностей местности либо региона. Ежегодно регистрируется корь. Вообще корь у нас, она в 100-кратно увеличилась заболеваемость по всей России. Это заболевание, оно опасно не то, что самим заболеванием, а то, что осложнения. У них очень проявление осложнений, точнее, да, этого заболевания, такие как слепота, глухота, может менингит, энцефалит. Ежедневно ребенок контактирует с большим количеством людей, а подавляющее большинство инфекций передается воздушно-капельным путем. При отсутствии иммунитета риск заражения будет очень высоким. Максимально надежную защиту гарантирует только вакцинация.
При этом необходимо помнить, что на формирование защитного механизма требуется время. И откладывать ему на профилактику на последний момент не стоит. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Союз архитекторов Якутии направил открытое письмо с требованием навести порядок в размещении нестационарных торговых объектов в городе. В соцсетях горожане неоднозначно отнеслись к установке на площади республики киоска для продвижения местной кухни. По мнению архитекторов, хаотичная расстановка киосков, павильонов и ларьков перечеркивает достижение масштабного благоустройства последних лет, реконструкцию проспекта Ленина, обустройство площади республики и реализацию мастер-плана развития города до 2032 года. Особая озабоченность вызывает ситуация на площади республики, где появились сразу несколько торговых объектов, нарушающих облик городского пространства. Теперь добраться до дома для жителей Намцирского тракта в Якутске задача со звездочкой. Дело в том, что местную дорогу разрушают большегрузы, а ее состояние даже после грейдирования оставляет желать лучшего. Не ходят там и автобусы, поэтому порой путь домой для местных превращается в пешие прогулки на несколько километров. О проблеме узнала Саргалана Неустроева. То, что вы видите на этих кадрах, не какая-то проселочная дорога, а настоящий тракт. Только так он выглядеть не должен. Его разрушили большегрузы, уверены местные жители. В 2021 году здесь открыли разработку песчаного карьера. С тех пор груженные многотонники курсируют здесь, как по большой трассе. Вообще возможности нет абсолютно ездить. Это что, закрыли, дорогу закрыли, автобус не ходит, а теперь ну как хочешь добирайся, ну вообще хоть на вертолете лети на каком-нибудь, заказывай. Что? Это что такое? Безобразие страшное. К нам никто не поворачивается. Ни мэрия, ни депутаты, никого нету. Причем это не та проблема, которая просто доставляет неудобства. Это буквально вопрос безопасности. Ведь на тракте уже были случаи ДТП со смертельным исходом. Машины, получается, слетали, здесь никаких ограждений нету. И несколько лет назад, допустим, УАЗик отсюда слетел, никаких ограждений нету. Сразу, получается, высота нескольких этажей дома вниз, и можно разбиться. Опасно здесь очень. Но заехать на тракт – это еще полдела. Попробуйте добраться до тех самых участков, которые осенью прошлого года раздали многодетным семьям. Вот наша дорога, по которой мы не можем заехать на машине совсем. Мы элементарно не можем завести даже доску или брус, чтобы начать какое-то строительство. Это многодетная мама Елена Стрига, счастливая обладательница соток земли на Намцирском тракте. Счастливая в кавычках, обжить землю пока не получается. С этой стороны, получается, здесь можно только на самосвале заехать. Больше другого способа никакого нету. А мы с трассы немножечко нашли удобный подход. У нас машина маленькая, как бы юркая, да, и там, где у нас углубление, нам пришлось натаскать там ветки, там песок, чтобы как-то более-менее отсыпать. Кустарным способом себе немножко проложили дорогу, чтобы хоть как-то нормально доезжать до участка. Загвоздка в том, что тракт не стоит на балансе у соответствующих ведомств, хоть и принадлежит городу. А значит, и обслуживать его по закону никто не обязан. С другой стороны, запрет на движение большегрузов есть, только привлекать за его нарушение тоже никого не будут. Вот такая занимательная головоломка получается, если не учитывать, что от этого тракта зависят жизни сотен жителей города. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Выпускникам финансово-экономического института СВФУ вручили дипломы. Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в Центре студенческих инициатив главного корпуса. Документы об образовании получили выпускники программ среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры. В этом году 8 человек завершили особо востребованное направление, которое курирует Высшая школа экономики. Эти выпускники получили 2 диплома и освоили навыки работы с искусственным интеллектом и нейросетевыми технологиями. Современные выпускники, те, которые заканчивают университет в 2026 году, это молодые люди, полные своих амбиций и карьерных надежд. Вместе с тем я хочу отметить, что современные выпускники, они больше ориентированы на то, чтобы принести пользу не только обществу, но и своему глобальному маленькому миру, в котором они находятся, будь то какое-то муниципальное образование или конкретное предприятие, за счет средств которого они обучались на целевой подготовке.
Торжественное вручение дипломов состоялось и в колледже культуры и искусств. Документы об окончании обучения получили 59 студентов отделения хореографии, фото и видеотворчества, а также эстрадного пения. Отмечается, что колледж занял первое место в России по показателю трудоустройства выпускников. Этот выпуск стал знаковым в следующем году. Старейшему учреждению культуры республики исполнится 90 лет. 6 выпускников стали участниками федеральной программы «Земский работник культуры». Сегодняшний день приносит мне очень хорошее впечатление. Все начинается на ура. Я очень волнуюсь, потому что у меня это первый выпуск. Я, получается, зашел сюда после 9 класса. У меня не было такого дня. После окончания я иду служить в армии. После этого я приеду на родину, сюда, в Якутск, и я уже трудоустроился в Нижегородском районе, село Чукар. В Ленске во Дворце культуры «Юность» чествовали школьников района, добившихся высоких результатов. Среди награжденных юные исследователи, призеры олимпиад, выпускники, медалисты, а также талантливые танцоры и музыканты. Все ребята получили медали и денежные премии. Которые защищают честь района республики на республиканских, российских, международных уровнях. И, наверное, может быть, даже большинство этих детей вложили столько уже за столь юный возраст, сколько, наверное, не вложили взрослые люди в то, чтобы люди знали наш район. Что есть такой небольшой город Ленск в республике Саха-Якутия, где есть такие замечательные дети, талантливые, умные, интеллектуальные. В Якутске стартовал 12-й форум молодых библиотекарей России «Грани библиотекаря». В столицу республики приехали молодые специалисты библиотечной сферы из 17 субъектов страны, чтобы поучиться новому, презентовать свои проекты и обсудить актуальные вопросы. Подробности об этом далее в сюжете. Форум открылся с панельной сессии между хранителем и создателем «Кто такой библиотекарь завтра?». Так, тема преемственности, преобразования и обновления будет проходить красной нитью всего трехдневного мероприятия. Впервые форум был проведен в 2006 году в Москве. Он проводится каждые 2 года в разных городах России. Так, за 20 лет форум состоялся в таких городах, как Москва, Саратов, Чебоксары, Рязань, Иркутск, Екатеринбург, Белгород, Калининград и Челябинск. Якутск стал первым городом на Дальнем Востоке. Вот отличие, может быть, последних форумов и якутского форума в том, что не только молодые библиотекари, но и их наставники, что очень важно. Потому что плохо, когда библиотекари молодые говорят сами себе, рассказывают о себе самим же. Им нужны наставники, люди, которые могут их направить в жизни. В форуме участвуют 243 библиотекаря. Это специалисты со своим взглядом на развитие отрасли. Совместно с коллегами из районов они вырабатывают новые подходы, а решения будут приниматься через обсуждение с профессиональным сообществом. Начинающие специалисты представят свои проекты на дискуссионной площадке, как помочь молодым кадрам раскрыться в библиотечном деле. Я буду проводить 2-часовой мастер-класс, дискуссию о том, как работать с молодыми кадрами, для того, чтобы они в профессии раскрылись. Вначале мы будем говорить о том, как закрепиться в профессии непосредственно, а потом какую роль и какую политику могут реализовывать директора библиотек, либо методисты, руководители среднего звена, для того, чтобы человек не просто закрепился, а он смог расцвести. Помимо деловой программы, участники посетят национальный праздник ИСЭХ, уникальные объекты культуры и достопримечательности. Вы знаете, мы когда вчера приземлялись, безумно понравилось солнце, вот эта теплая погода. Встретили нас с улыбками, с объятиями. И вчера мы посетили достопримечательность, известную, наверное, на весь мир. Это знаменитые ледники ваши. Также важным событием станет финал всероссийского конкурса на лучший молодежный библиотечный проект. Авторам лучших инициатив будут вручены награды. Марферина Алексеева, Джулостан Иннокентьев, Якутск.
Во Дворце спорта 50 лет Победы прошло торжественное открытие 15-х всероссийских соревнований по русским и 100-клеточным шашкам, приуроченных памяти заслуженного тренера России Николая Кычкина. На открытии с приветственной речью выступили родственники заслуженного тренера, заместитель председателя правительства Якутии и другие приглашенные гости. По словам организаторов, в турнире соревнуются спортсмены разных возрастов, как дети до 9 лет, так и ветераны. В соревнованиях принимают участие гости из 6 регионов России. Напомним, события проходят до 27 июня. Этот турнир наложился на наш региональный чемпионат Южного федерального округа, поэтому много людей не смогло приехать. А я приехал, потому что уровень турнира здесь сильно выше, соперники сильно скилловее, так скажем. Именно за этим я сюда и приехал. Ни на что не претендую конкретно. Просто приехал повышать мастерство, отдыхать и давно мечтал побывать в Якутии.